Башенный комплекс «Эбен» спасен от полного исчезновения. На историческом объекте прошла реставрация. Мастера постарались вернуть ему первоначальный облик. Напомню, работы на древних архитектурных объектах проходят в рамках масштабной программы, финансируемой группой «Сафмар». Адам Мережков из Джейрахского района. В горной Ингушетии завершена крупная реставрационная операция. Комплекс «Эбен» у подножия Столовой горы, который еще недавно находился в руинах, теперь восстановлен. За почти 2 года здесь буквально из камней собрали 11 жилых башен, 1 боевую, 5 склепов и оборонительную стену. Всего 18 памятников истории. Работы проведены в рамках договоренности главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова с президентом группы «Сафмар» Микаилом Гуцериевым. Все это благодаря масштабной программе по восстановлению башенных комплексов, инициированной и полностью финансируемой меценатом. Мы завершили реставрационные работы на очередном объекте. Данный объект называется «Эбен». Отреставрировали, можно сказать, с нуля даже подняли. Он очень сильно был разрушен, этот комплекс. Подняли 11 жилых башен, 1 боевую башню, 5 склепов и оборонительная стена. Само место находится очень в живописном месте. Здесь проходят туристические маршруты. Все эти работы были бы невозможны, если нам не оказывал поддержку глава республики Махмуд Али Макшарипович Калиматов. Ну, естественно, самое главное, это все эти работы проходят благодаря президенту группы «Сафмар» Микаилу Савельевичу Гуцериеву, который специально создал благотворительный фонд возрождения для реставрационных работ в горной части Ингушетии, то есть восстанавливать наши башни. И не только башни, и кладбища, и другие объекты. Это все благодаря тому, что был создан фонд возрождения. Работы были срочными, состояние построек критическим. Они пережили пожары, войны, природные катаклизмы. Камни на верхних ярусах осыпались. Сравнивая фотографии разных лет, реставраторы видели, как башни стремительно исчезают. Вопрос стоял не о косметическом ремонте, а о спасении от полной утраты. Мы реставрацию провели по этим справочникам историческим, по старым фотографиям, которые нам предоставляли наши проектировщики из АСМ Групп. Здесь сразу дали главную установку: никакого новодела, никакого бетона и никакого, в кавычках, сделать похожее, только аутентичность. Каждый камень, который упал, должен вернуться на свое место. Если камень разрушился, найти ему замену в местных карьерах и обработать как следует, как это делали средневековые мастера, только известковый раствор по старинным технологиям. Цель не построить заново, а вернуть к жизни то, что создали предки. Ведь ингуши, галгай, что означает строители башен, их гордость в мастерстве предков, и подменить его современной имитацией означало бы обмануть память. Это сложнее, дороже, дольше, но только так. Вот здесь практически вот до этого уровня 1,5 этажа эта башня была в перегное. Мы ее когда вычищали, вот этого всего щебня, камней, и обнаружили вот эту половину башни, стену с раствором, содержимым, но она вся была очень долгое время в земле. У древних зодчих был свой почерк. Современные реставраторы решили эту традицию поддержать. Этот нестандартный камень особой формы – их осознанная подпись. Его нашли в карьере и встроили в кладку боевой башни как символ уважения и преемственности. Сотрудники карьера, который открыл, спонсировал, полностью организовал Микаил Саварбекович Гуцериев, нам очень сильно помогали с камнем. Этот камень подобрать, его обработать там же на месте и полностью подготовить и доставить на комплекс «Эбен» нам помогли с нашего карьера. В ходе работ сделано неожиданное открытие. На узкой площадке под слоем щебня нашли идеально сохранившийся каменный погреб. Ученые считают, что это не колодец, а хранилище для припасов, своего рода древний холодильник. Его находка подтверждает, комплекс скрывает еще много тайн. Мы раскапывали кармашек здесь для строительного материала. Обнаружили вот этот погреб. Он идеально сохранился, просто мы в горах не видели в таком состоянии, такой и расшивка, и камень, вот, и само состояние этого погреба. И обнаружили еще вот эту стену.
оставшаяся скорее всего, жилая башня. Его сохранность идеальна. Кажется, в этом убедился даже самый необычный эксперт. Любопытный кот, который немедленно явился провести собственный осмотр многовековых камней. А может, хотел посмотреть, не оставили ли прежние хозяева чем полакомиться. Работа велась в тяжелейших условиях. Строительные площадки крошечные. Технику использовать было невозможно. Камни, бревна, раствор – все зачастую поднимали на скалу вручную. Каждый этап был борьбой с горным рельефом. Впрочем, мы знаем, что наших предков трудности не пугали. Вот этот погреб мы обнаружили при расчистке этой башни. Это первый этаж у нас. Он имел такие необычные, неординарные свойства для жилой башни. Потому что вот отверстия для столбов у нас, вот эти отверстия выше были, чем вон те. Центральный столб стоит, вот Ертбах. И нам пришлось вот импровизировать вот такую картину, сделать из деревянных работ, потому что вон те старые наши проемы для бревен ниже расположились, чем вот эти. А погреб, сам вход в погреб со второго этажа. Вот. И эти башни, вот эти три башни называются у потомков Эбона Колгаргал. Эбон лишь один из этапов. Это часть десятилетней программы по возрождению всей горной Ингушетии. В этом году планируют сдать 220 объектов. Уникальный проект по восстановлению и сохранению башенных комплексов культурно-исторического наследия финансируется за счет средств фонда возрождения, созданного специально для Ингушетии президентом группы Сафмар Микаилом Гуцериевым при поддержке главы республики Махмуда Али Калиматова. Мы недавно открыли башенный комплекс Кели. Вот сейчас Эбон. Дальше по плану у нас в декабре Тумхи. Дошлаке объект намечается. Да, у нас порядка 220 объектов будут завершены в этом году. Огромный объем. Ну, в планах в течение 10 лет пройти всю горную часть Ингушетии, восстановить все башенные комплексы. Но цель одна – сохранить то, что нам досталось от наших предков, и передать это все по наследству будущим поколениям. Это очень большая история, как я говорю, это самый большой музей под открытым небом. Я не думаю, что где-то в мире такой музей огромный есть. То есть вот столько объектов культурного наследия. И еще раз повторюсь, конечно, это все благодаря Микаилу Сауырбековичу Гуцериеву. Ну, по крайней мере, я не знаю, чтобы такой огромный объем работы выполнялся каким-то другим фондом, благотворительным фондом. То есть фонд Возрождения на себя взял огромный фонд работ. Еще раз, это 10 лет работ. Это кажется невозможным, как эти узкие 25-метровые громадины стоят веками в сейсмичной зоне. Секрет в гениальной простоте. Соотношение высоты к основанию 10 к 1. Стены сужаются кверху и наклонены внутрь. Это делало башню устойчивой, а для врагов превращало ее в кошмар. Сброшенный сверху камень ударялся о стену и летел вниз по непредсказуемой траектории. Внутри опорный столб, который держал все сооружение и имел сакральное значение. Это математика, ставшая искусством. Egger halsın barkal alodlar Gusriv Mikaela Delrias halsın dalsa dolsun Yevey mok bir Yevey mok dembejlatır Yevey mok hajj bolj Yevda bohterlatır Delrias halsın dalsa dolsun Dal wah wolus Dal edişerişka wah wolus Jo holulukta su o mektlatırlatır Unağa motigi bol habi motigi Qayık motigi hanıl qayık motigi Для ингушей башня больше, чем архитектура. Это символ рода, его честь и защита. Восстановление Эбона – это восстановление исторической памяти, возвращение ключевого звена в цепочке поколений. В Джейрасском районе Горной Ингушетии таких памятников тысячи и тысячи. Это один из крупнейших в мире музеев под открытым небом. Масштабная реставрация призвана остановить разрушение, спасти, сберечь и придать ему первозданный облик и передать поколениям. Это колыбель ингушского народа. Наши предки завещали нам: не сбережем горы,
потеряем из себя. То, что вы видите за моей спиной, это не просто реставрация, это настоящее возвращение из небытия. Поднять из руин 18 сооружений. Титанический труд. И он был бы невозможен без системной поддержки. Сначала на республиканском уровне, благодаря главе Ингушетии Махмуду Али Калиматову. А в основе всего уникальный благотворительный фонд «Возрождение», созданный президентом группы «Сафмар» Микаилом Гуцериевым специально для Ингушетии. Именно такие проекты, рассчитанные на 10 лет вперед, и делают главное – они спасают от забвения нашу общую историю, чтобы передать ее нашим детям. Этот музей под открытым небом снова открыт для мира. Адам Мережков, Султан Магушков, Магаз 24.